Курманбек Ергешевич, у вас есть вопросы к представителю Министерства юстиции? Я хотел уточнить, я не расслышал, вы говорите, оспариваемая норма закона не противоречит Конституции, не противоречит. да? Но и в то же время вы сказали, что значит, отменяемые, изменяемые нормы, они не должны нарушать права и свободы, да, человека, так вы сказали? Да. Да. Мгм. То есть при принятии, руководствуясь вот этой нормой, при принятии решения, должны все-таки соблюдаться права человека, гражданина. Ну, каждый орган должен соблюдать принципы Конституции когда принимает решение. Это каждый орган должен. Скажите, пожалуйста, а вот по действию во времени могут ли распространять на действия, на правоотношения, имевшие место очень давно, 20 и более лет, отменяя, изменяя решения, принимая новое решение? В смысле, я не поняла, вы имеете в виду, может ли должностное лицо отменять Да, по акты, давности. которые приняты до этого были, да? Да. Он имеет право, да. Имеет право. Независимо от того, сколько времени прошло. Так считаете, да? Спасибо. У вас нет вопросов? Уважаемый судья, да, пожалуйста. Скажите, пожалуйста, вы же представитель Минюста, Мгм. да? Каким образом, как вы изучали вопрос, я задавал представителю Джолкигиша, вот этот то есть вот этот закон, который, значит, норма закона, которая оспаривается на сегодня, да, Мгм. вот относительно, и вообще в целом этот закон, как он проходил вообще экспертизу в Минюсте, были ли какие-либо противоречия, примечания, значит, которые говорили о том, что какую-то, то есть о порядке применения, значит, вот этого права отмены, что какие вопросы, как бы сказать, с учетом правового характера, значит, если, значит, поднимаем вопросы, могут значит, отменяться, не отменяться. Какие-то либо были какие-то, как бы сказать, предложения, замечания, или никаких не было? Ну, Всё. если честно, в виде проекта, когда он к нам поступал, я заключение не поднимала, не смотрела. Но, скорее всего, были, потому что когда закон поступает целостный, ну, один закон профильный, там всегда есть замечания. Но я не понимала заключение. Было бы хорошо, если бы знали бы, да, если были бы какие-то там сомнения, да, вот как бы, да, ну, к сожалению, спасибо, ладно. То есть вам неизвестна, да, позиция Министерства юстиции по процедуре принятия данного закона? По итогам проведения экспертиз вы имеете в виду? Разумеется, Министерство юстиции прежде всего должен изучать, не только высказывать свою позицию, а процедуру принятия того закона, который является предметом рассмотрения Конституционного суда, чтобы полноценно предоставить информацию вообще о всех процедурах и вообще замечаниях, возможных сомнениях, которые, в общем-то, имели место в процессе принятия данного закона. Да, но поскольку оспаривается норма именно действующего закона, я как бы не смотрела, когда в виде проекта он поступал, какие замечания были. Я как раз об этом говорю. Действующий закон в какой-то момент же он был проектом закона. Да. Он же не родился уже действующим законом. Как раз мы об этом говорим, для того, чтобы в последующем мы к этим вопросам уже не возвращались. Нужно досконально знать процедуру принятия, какие были проблемы, какие замечания, какие позиции были у всех ведомств, у всех государственных органов, которые были причастны к принятию. Кто был инициатором, в чем суть справки об основании для принятия данного закона. И это все должно быть известно. В ходе согласования. Хорошо. Так, да. Салат Кыштыбекович, у вас есть вопросы? Нет. Есть вопросы другие? Присаживайтесь.